Главные новости республики на ТНВ. Здравствуйте! В эфире «7 дней». Студия Тимур Бекмурзин. Смотрите сегодня. Судьба резидента. Я не назову это 7 кругов ада, да? Это гораздо больше кругов. 7 кругов ада или как стать резидентом промпарка. Забастовка от голодовки. Почему не выплачивают зарплату, а директора предприятия хотят дисквалифицировать? Тонна наркотиков. Мы 2 с лишним месяца по этой группе работаем. Как задержание курьера в Татарстане привело к делу масштабного наркоконцерна. Программа у нас сегодня рейтинговая, и дело не только в зрительском интересе. Взглянув на эти 7 дней в Татарстане и темы нашего выпуска, появилось желание систематизировать проблемы и достижения, событий и явления в рейтинге и антирейтинге. И увидеть за этими цифрами больше, чем цифры. Начну программу со статистики по малому бизнесу в Татарстане. И чтобы объективно взглянуть на многие вещи, давайте сравним состояние предпринимательства в Татарстане, в Казани с другими регионами страны. Если верить, опять же, статистике, у нас в этом секторе экономики все даже очень неплохо. Скажем, по такому показателю, как количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 населения, Казань делит 2-е и 3-е место с Москвой и приближается к уровню Санкт-Петербурга. А вот где мы отстаем от Москвы и от Питера, так это по показателю размера среднемесячной заработной платы в малом и среднем бизнесе. Казань с результатом чуть больше 24 тысяч рублей, мягко говоря, бледно смотрится не только на фоне Москвы, но и Санкт-Петербурга. Впрочем, у Татарстана есть своя фишка – это промышленные площадки и индустриальные парки. По этому показателю мы в 5 лидеров по России. У нас их аж 70. Если принять во внимание, что у нас 43 муниципальных района, получается по 1-2 площадки на каждый. Вроде как хорошая статистика. Но это, что называется, средняя температура по больнице. По факту, в каких-то районах мы наблюдаем по 6 промышленных площадок, как в том же Лаишево, причем действующих, а где-то их нет вовсе. Среди аутсайдеров когда-то индустриально мощная, развитая Бугульма, удивительно, а также Аксубаевский, Алексеевский, Отнинский и Черемшанский районы. Нередко главы районов подвергались острой критике президента Минниханова за отсутствие должных результатов в вопросе развития промышленных парков на своих территориях. И справедливой, надо признать, критики, ведь нужно не просто заявить об открытии промышленной площадки, важно сделать ее реально действующей. Взять, к примеру, индустриальный парк Вятка в Мамадышском районе, самый большой по территории из муниципальных парков. Его строительство обошлось государству в 314 миллионов рублей. Причем деньги из федеральных и республиканских источников парк начал получать еще в 2015 году. А первый резидент здесь официально заработал только на этой неделе. Почему иногда так трудно идет наполнение парков реальным содержанием? И при чем тут 7 кругов ада? Давайте разбираться вместе. Вот так, можно сказать, буднично запустили на этой неделе промышленный парк Вятка в Мамадыше. Теперь его официально можно считать действующим, пусть и с одним пока резидентом. На подходе еще одна компания по производству автокомпонентов. Но, понятное дело, это не то, на что рассчитывали, с учетом уже произведенных инвестиций и потенциальных возможностей парка. Промышленный парк Вятка располагается в Мамадышском районе, самым большом по территории, и поэтому и размах здесь соответствующий. 80 гектаров территории, из которых задействовано менее 5%. Один действующий резидент. Но это говорит и о колоссальном потенциале для роста, о возможностях. Здесь можно расположить минимум 20 крупных заводов. Старт получился запоздалым. По первоначальным планам здесь уже должны были работать пара-тройка заводов по переработке сельхозпродукции. В стадии высокой готовности могли быть проекты по фармацевтике, медицине, сельхозмашиностроению. Подвели газовики. На решение вопроса по газоснабжению ушел год. Пришлось скорректировать и планы по наполнению парка резидентами. Сейчас из более реальных – производство по переработке гранита. Но предприниматель Рафид Ахмедшин рассчитывает, что соседи у него появятся уже в этом году.
Главными плюсами размещения в индустриальном парке называют льготы по электроэнергии и удобную логистику. Очень выгодно на данной площадке именно создавать свое предприятие. То, что здесь в 2 раза дешевле электроэнергии. Это вот для энергоемких производств это очень выгодно. И то, что логистика, мы находимся вот рядом, здесь буквально полкилометра, М7 дорога, которая, значит, проходит. И плюс, значит, рабочая сила. Еще один мощный стимул для потенциальных резидентов парков – программы поддержки от государства. С ними также не все просто. Количество таких программ снижается. К примеру, ранее действовала удобная и привлекательная программа 50/50, когда половину затрат резидентов промпарков на приобретение оборудования государство компенсировало. В этом году такого бонуса для бизнеса нет. Зато есть программа по субсидированию процентной ставки по кредитам. Но и здесь есть свои подводные камни. Рафид Ахмедшин, например, воспользоваться ей не сумел. Говорит, чтобы рассчитывать на субсидию, нужно кредит взять под 12% годовых. Ему же банк одобрил ставку только под 13%. Получается, чем больше ты нуждаешься в помощи, тем меньше шансов ее у тебя получить. Малому бизнесу помощь мало. Потому что вот опять-таки вот этот вопрос, то, что вот эта кредитная ставка, да, если бы я взял миллиарды, допустим, у меня кредитная ставка была бы дешевле, ну, поменьше, соответственно, согласитесь? Вот. И я бы прошел через эту программу, так ведь? Если у тебя еще нечего заложить, ты начинаешь, допустим, бизнес, естественно, они уже под 12% тебе не дадут, уже дадут под большие проценты. А это сейчас невыгодно. Сейчас в Татарстане порядка 70 промышленных площадок муниципального уровня, и все они очень разные. Начнем с районов, где их нет совсем. Это Аксубаевский, Алексеевский, Атнинский, Бугульминский, Черемшанский районы. Еще в 5 районах, по данным Минэкономики, в Буинском, Верхнеуслонском, Рыбнослободском, Тукаевском, Высокогорском промышленные площадки создаются, то есть по факту их нет. По крайней мере, они не могут считаться действующими. Но даже в тех районах, где промпарки есть, остаются вопросы с их заполняемостью. Где-то мы видим заполняемость 100%, где-то мы видим заполняемость 25%, но в среднем это выше половины. Это уже Мензелинский район Татарстана. Здесь всего одна промышленная площадка, на которой пока работает единственная компания «Резидент». Это производство минеральной воды и безалкогольных напитков. На самом деле для республики это случай довольно типичный, когда отдельное предприятие объявляет себя промышленной площадкой и получает соответствующую аккредитацию. Цель понятна – получить больше преференций и льгот. Мы приводили примеры, когда все так и ограничивается одной якорной компанией, к которой позже присоединяются несколько аффилированных с ней малых предприятий. Можем ли мы в этом случае считать такую модель полноценным промышленным парком? Вряд ли. Александр Ливанов, директор компании в Мензелинске, заверяет нас, что в этом случае так не будет. Уже через месяц другой компании ему составит независимое предприятие «Резиденты». Они будут участвовать также в лизингрантах, у них будет аренда за помещение будет гораздо ниже, чем, скажем, в среднем по городу. В каждом районе есть промплощадка, вопросов нет, задача выполнена, значит выполнена. А то, что там нет резидентов, можно сказать, что с кем ведутся переговоры. Всегда можно загнать, грубо говоря, бульдозеры и произвести видимость того, что там начались уже какие-то работы. Управляющий частного индустриального парка Руслан Халилов считает, что настоящую эффективность на муниципальном уровне могут демонстрировать только частные технопарки. Государственные и муниципальные не имеют для этого должной мотивации, это раз. К тому же сам процесс получения аккредитации парка, оформление статуса компании-резидента очень затратный и забюрократизированный. Я не назову это 7 кругов ада, да, это гораздо больше кругов. Вот. Потому что меньше, чем год, на это точно не уйдет. Руслан Халилов приводит наглядный пример. Чтобы стать резидентом индустриального парка, от бизнеса требуется написать заявление на приобретение участка в собственность или в аренду. Затем, исходя из кадастровой стоимости, будет рассчитана цена участка. Но чтобы его получить, нужно пройти через аукционные торги. Далее получить разрешение на строительство здания, построить его, оформить все документы на собственность. И только после всех этих процедур можно рассчитывать на какие-то преференции и льготы. В лучшем случае на все это уйдет год. Дамиру Каюмову, хозяину бизнеса по производству мебели, понадобилось больше 3 лет, чтобы оформить все документы для получения аккредитации индустриального парка. Каково же было его разочарование, когда он узнал, что все бумаги в порядке, но парка не будет. Все вроде бы приготовили,
а тут оп, и аккредитацию больше не выдают, там, закончилось. Проще выйти на рынок в Европу, проще выехать на выставки, там что-то, новые рынки найти, чем тут суетиться с бумажной волокитой. Тимур Бекмурзин, Андрей Ключников и Андрей Мохов. 7 дней. Почему мы так активно в Татарстане продвигаем, иногда даже в добровольно-принудительном порядке, муниципальные промышленные площадки? Дело ведь не только в поддержке малого бизнеса, создании новых рабочих мест, доходной базы районов и привлечении инвестиций. Плюсом ко всему этому индустриальные парки – это по факту новый, эффективный бизнес, особенно в сельской местности. Альтернатива уходящим в небытие старым колхозам и обанкротившимся агрохолдингам. Эффективность многих сельхозпредприятий сейчас внушает тревогу. Обратимся к фактам и вспомним о другом, на этот раз антирейтинге. Прокуратура Татарстана и трудовая инспекция заявляют, вновь актуальной стала проблема невыплаты заработной платы. Сегодня задолженность перед работниками предприятий Татарстана составляет более 90 миллионов рублей. В лидерах компаний строительной и сельскохозяйственной отрасли. С криком о помощи к нам в редакцию обратились сотрудники компании «Джукитау», что в Чистопольском районе Татарстана. Доярки заявили, что вот уже 3 месяца им не выплачивают зарплату, и они готовы объявить забастовку. Забастовка доярок и механизаторов в Чистопольском районе действительно состоялась в день годовщины Октябрьской революции. И для этого действительно были причины. У сотрудников предприятия нет денег, чтобы оплатить коммунальные услуги, а уведомления об отключении газа уже пришли. Что значит остаться без тепла в российскую осень-зиму, думаю, объяснять не надо. Наш корреспондент Сергей Темляков выехал в деревню Александровка, чтобы изучить ситуацию на месте. День Октябрьской революции в Татарстане мог пройти незаметно, если бы не этот скандал в Чистопольском районе республики. Забастовку 7 ноября объявили доярки из агрофирмы «Джукитау». По их словам, вот уже несколько месяцев руководство предприятия кормит их только обещаниями. А ведь есть и кормить детей хочется по-настоящему. А зарплаты нет. Сегодня будем бастовать, мы обеденную дойку не будем доить. Если деньги нам не привезут, примерно за 2 месяца мы просим. За 2 месяца не привезут, то мы уже вечернюю дойку не будем доить. У нас уже там 3-месячная зарплата. У меня 5 детей, пришло предупреждение, что газ выключат. Зарплату не дают, где взять? Негде взять. Муж тоже работает на шабашках, тоже пока не дают. Как вот на выбраться? Детям тоже надо, кушать хотят. А разве можно было представить в советские годы, что здесь, в селе Александровка, в передовом хозяйстве, совхозе имени Галактионова, может случиться такое, что доярки будут недовольны директором совхоза и в открытую объявят ему бойкот? Здесь, в элитном хозяйстве, где развивалось животноводство и семеноводство. Совхоза уже давно нет. Предприятие «Джукитау» собственности холдинговой компании «Акбарс». Мы принимаем телят с мегафермы до 50 голов, маленьких, 5-дневных. Екатерина Кожевникова тоже поддержала акцию протеста, но телят бросить не может. Ведь если оставить их без внимания, не выхаживать, они просто умрут. В магазинах в долга все это берем, нам дают то, что входит в нашу ситуацию, что мы без денег. Президент говорил, в течение месяца, если не выплатили заработную плату, то возбуждать уголовное дело. У меня вот дочь, сегодня жена повезла на ВТЭК, где вот тоже деньги брать. Акбарса, вот холдинг, вот мы все туда относимся. Будет так 100 человек. Очень низкая. Зарплата 10-11 тысяч. И в прокуратуру везде все обращаются. Что сказали, вот с контор едут. Сейчас сказали, животноводам деньги дадут, за больше месяц. Никому, да, за месяц. А мы вот не животноводы, мы с землей. Мы что, не люди, что ли? По интернету там уже это смотрят, там уже читалось, что зарплату получили все. Константин Савельев говорит, своим ушам и глазам не поверил. Как такое может быть? По его словам, на зернотоке рабочие тоже ждут зарплату не 1 месяц. Из ветхого жилья выгоняют. Сейчас бы деньги не помешали это на ремонт или что. Ни копейки нет. Вы сейчас здесь что? Живете? Кого? Что? Какой начальство? Майор. Знаю. Путь к руководству агрофирмы нам преградил охранник со словами: «А вы знаете вообще, куда пришли?»
В офис агрофирмы Джукитау попасть оказалось не так просто. Он находится на территории другого предприятия – Чистопольского элеватора. Такой факт опоздания есть. Я вообще-то в больнице лежу. Не очень могу разговаривать. Вы с холдингом переговорите, не со мной уж. Почему директор был не особо словоохотлив, нам объяснили в прокуратуре Татарстана. Оказывается, руководитель Джукитау уже 2 раза привлекался к уголовной ответственности за невыплату заработной платы и за уклонение от уплаты налогов. Тогда он погасил задолженность. В настоящее время прокуратура готовит материалы для передачи в суд, чтобы дисквалифицировать руководителя. Это запрет на то, чтобы занимать определенную должность на срок до 3 лет. Если говорить о сельскохозяйственной отрасли, то наибольшее количество нарушений допускается на предприятиях, входящих в систему Акбарс холдинга. В прокуратуре Татарстана сообщили, жалобы на несвоевременную выплату зарплаты поступают также от тех, кто трудится в сферах строительства, промышленности и торговли. Среди причин называют экономическую ситуацию и непрофессионализм управленцев. За 9 месяцев прокурорами выявлено более 4000 нарушений в сфере трудовых отношений. В суды направлено 2762 заявления о взыскании зарплаты на сумму 49 миллионов рублей. 518 руководителей привлечены к дисциплинарной ответственности, 332 к административной. 3 руководителя за невыплату зарплаты лишились своих мест. По материалам прокурорской проверки возбуждены 15 уголовных дел о невыплате заработной платы. То есть фактически руководители стали фигурантами уголовного дела. Всего благодаря принятым мерам прокурорского реагирования удалось достигнуть погашения заработной платы на сумму более 480 миллионов рублей. На 1 ноября 2018 года задолженность составила около 90 миллионов. 732 тысячи перед 2387 работниками. То есть идет, так сказать, рост. В Государственную инспекцию труда в этом году поступило более 5500 обращений от граждан. Большинство связаны с вопросами оплаты труда. 22 дела в отношении руководителей переданы в Следственный комитет. Большое количество обращений, это порядком более 100, уже поступило от организаций, которые занимались подрядными работами по строительству стадионов к чемпионату мира 2018 года. Это строительная компания «Татдорстрой» и организация «Гранд-проект». Вернемся вновь в Чистопольский район. После приезда на неделе программы «7 дней» ситуация с выплатой зарплаты разрешилась. За август выплатили. Это нам подтвердили работники предприятия и исполком. Гарантийные письма этим предприятиям нам тоже в исполком написано, что оплата будет в середине ноября за сентябрь и до конца ноября за октябрь. Держим на контроле, народ к работе приступил. Руководство как бы поверил очередной раз. Вот такой ответ поступил на наш запрос из пресс-службы холдинговой компании «Акбарс». Цитата. «По состоянию на сегодняшний день погашена задолженность за август месяц. Таким образом, просроченной является задолженность только сентября текущего года. После завершения расчетов с механизаторами за летний период выручки от молочного производства будет достаточно для своевременной выплаты заработной платы, и ситуация к концу года выровняется». Конец цитаты. Ключевое в ответах – разница в сроках погашения задолженности. Исполкому пообещали в ноябре, нам к концу года выровнять ситуацию. Понятно, что сотрудники агрофирмы будут ждать до последнего. Работу на селе найти непросто. Вопрос, будут ли ждать коммунальные службы. И главное, сколько ждать. Сергей Темляков, Андрей Мохов. 7 дней. На этой неделе свой профессиональный праздник отметили сотрудники органов внутренних дел. Президент Татарстана вручил ключи от 23 служебных автомобилей службе ГИБДД и подчеркнул, что благодаря слаженной работе правоохранительной системы в республике наблюдается стабильная обстановка. МВД Татарстана – одно из лучших ведомств в своей структуре. Об этом говорят и цифры. Ключевое – это снижение уровня преступности. Посмотрим на экране. В 2006 году в Татарстане было совершено более 89 тысяч преступлений. В этом году 36 тысяч. Снижение в 2,5 раза. Количество разбоев сократилось в 6 раз, грабежей в 10 раз. Уровень преступности падает, а вот раскрываемость растет. В 2006 году были раскрыты 43% преступлений, а в этом году более 60%. По некоторым видам преступлений раскрываемость и вовсе достигает почти 100%.
Об этом в преддверии профессионального праздника мы поговорили с министром внутренних дел Татарстана Артемом Хохориным. Артем Валерьевич, мы встречаемся накануне праздника Дня сотрудника органов внутренних дел. И я знаю, что вы встречаете его с хорошими показателями. В частности, я знаю, что раскрываемость особо тяжких преступлений, в частности убийств, почти 100%, разбои и грабежи 90%. А за счет чего удалось достичь таких показателей? В этом году снижение преступности мы отмечаем почти на 8% по итогам 10 месяцев. Но это результат общего труда. Сегодня нагрузка на сотрудников очень большая. Вы знаете, что многие годы мы подвергались реформам, сокращениям. И сотрудники работают в очень непростых условиях. Но мы неплохо оснащены. Вы знаете, что буквально на днях вот очередная партия машин, купленная для ГИБДД, была вручена. И Рустам Гаевич Миңнеханов, президент республики, в этом участвовал. В целом оснащенность по многим направлениям у нас почти 100%. Мы продолжаем строить райотделы. Мы закончили 3-летнюю программу строительства жилкомплекса для участковых в районах. И, конечно же, это совершенство методической базы. То есть на сегодня, как это и раньше, преступность совершенствуется, но мы не отстаем, идем за ними и по каждому направлению работы двигаемся вперед. Артем Валерьевич, наверное, нужно сказать, что вы должны идти на шаг впереди. Что еще не хватает для такой полноценной работы органов внутренних дел? Тем более, что реформы продолжаются, и реформы идут в сторону сокращения. Вот я знаю, недавно сократили сотрудников ГАИ. В то же время вы как-то сказали, что у вас 70% претендентов отсеиваются на предварительном этапе. И я помню вашу фразу сказали: пусть будет лучше не комплект, чем мы будем принимать кого попало. Как в таких условиях работать? Мы были готовы и понимаем, что после состоявшейся реформы, когда милицию приводили в формат полиции, запросы общества к полицейским очень высокие. Но, с другой стороны, мы работаем с тем же материалом, который есть в обществе, и поэтому на входе требования очень высокие, отсев действительно идет достаточно серьезный. Но, тем не менее, сказать, что некомплект у нас запредельный, такого нет. Значит, некомплект чуть-чуть превышает 6%. Мы в плане набора, в плане повышения профессионального мастерства постоянно работаем. Но не исключаю то, что часть сотрудников прощается с работы, кое-кто прощается досрочно. И надо понимать, что работа очень тяжелая, работа опасная. И, к сожалению, каждый год есть и раненые, и погибшие в этом году есть. Вы наслышаны об этом факте. Да. Сотрудник ГИБДД, задерживая преступника, подставил свою машину. Один погиб, второй получил ранение. Буквально в преддверии праздника завтра мы вручаем маме и отцу орден мужества, там погибший сотрудник, Матуринин фамилия его. И труд непростой, поэтому и требования очень высокие. На сегодня работать крайне непросто. Серьезный внутриведомственный контроль, серьезный контроль со стороны органов прокуратуры, вышестоящих структур. И если уж говорить о социальной гарантии, да, они были сделаны 5 лет назад, 6 лет назад, неплохо. Но пока в силу понятных причин они заморожены. И мы остались на тех заслугах, на тех достижениях, которые были 6 лет назад. Артем Валерьевич, не секрет, что этот год был непростой. И, извините за такое выражение, он был богат на нестандартные преступления. Вы же понимаете, что был футбол, и основное внимание было именно футболу уделено. И в очередной раз хочу сказать спасибо всем своим подчиненным за очень профессиональную работу. Чемпионат прошел на одном дыхании. Да, и в Казани был с просто позиции праздник. Безопасности никаких вопросов не возникло. Не было. И один маленький пример. Только через фан-зону прошло порядка 900 тысяч человек, которые все прошли проверку, досмотр, и нагрузка была на сотрудников, работавших на фан-зоне, наших, Росгвардии, ЧОПов, очень большая. Год характеризуется, и уже не первый год, тем, что многие преступления в республике серьезно совершают жители не наших регионов, даже не нашей страны. Гастролеры, так называемые. Гастролеры. Небезызвестное хищение в июле чемодана с бриллиантами на ВИКО, на выставке бриллиантов, совершили колумбийцы. Достаточно быстро мы это установили. Сегодня 5 колумбийцев объявлено международный розыск.
вызвавший большой резонанс буквально вот осенью, попытка разбоя нападения на дом предпринимателя в Бугульме, когда он, отбиваясь от них, значит, 2 преступников смертельно ранил. Тоже оба преступники, жители Самарской области, это не наши преступники. Поэтому вот эти группы, они очень часто возникают, мы уже по ним научились работать, и долго они у нас не могут здесь себя проявлять. Артем Валерьевич, в преддверии праздника Дня сотрудников органов внутренних дел вы как бы обязаны просто поздравить своих сотрудников с этим праздником и воспользоваться эфиром нашего канала. Спасибо за такую возможность. Я с большим удовольствием хочу поздравить всех своих коллег, ветеранов с нашим общим праздником. На сегодня называется День сотрудников органов внутренних дел. Мы его в душе празднуем как День милиции. Очень непростая профессия, очень трудная профессия, опасная профессия. Но она нужная для общества, мы это прекрасно понимаем. Наши стражи порядка в республике стоят достойные сотрудники, можете в этом не сомневаться. Спасибо еще раз за такой непростой труд. Артем Валерьевич, спасибо вам. Мы тоже передаем вам наши поздравления и пожелаем успехов. Спасибо. Еще об одном деле, о котором Артем Хохорин сообщил в интервью нашей программе, мы бы хотели рассказать отдельно. Рекордная партия наркотиков изъята в рамках масштабной спецоперации. Тонна наркотиков и психотропных веществ. Чтобы было понятно, за год в среднем правоохранительные органы по всей стране изымают около 20 тонн наркотиков различных видов. А тут одна операция с 1000 килограммов смертельной отравы. Уже сейчас это дело называют крупнейшим изъятием в масштабах России за год. Удивительно, но факт. Эта спецоперация началась с несоблюдения правил дорожной безопасности водителем джипа из Москвы. Здесь хотелось бы еще раз напомнить, если бы на пути автомобиля стояла лишь камера видеофиксации, а не экипаж ДПС, килограммы наркотиков, скорее всего, нашли бы своих адресатов, а ныне задержанные отделались бы штрафом за нарушение ПДД. А ведь именно в этом году, во время очередного этапа, очередной реформы под сокращение по всей стране попали 10 тысяч сотрудников ГИБДД и ДПС, 190 сотрудников в республике или 23 круглосуточных поста ГИБДД на дорогах. И мы много говорили на эту тему в нашей программе. Эксперты тогда были возмущены этой реформой, заявляя, что техника никогда не заменит человека. И были абсолютно правы. Напомним, что это сокращение в МВД Татарстана пережили безболезненно. В республике на помощь инспекторам ГИБДД пришли 165 муниципальных служащих. Это было решением президента Татарстана. А сейчас о том, как несокращенные сотрудники ДПС дали старт делу масштабного наркоконцерна. Джип с московскими номерами сотрудники полиции остановили у парома в Старом Аракчино. Водитель и пассажир забыли пристегнуть ремни безопасности. И на стандартный вопрос вдруг дали нестандартный ответ. Что-то имеется? Что? Какие наркотики? Разные. Какие? Гашиш. Гашиш. И диски видели. А? И диски видели. Какие диски? Таблетки, что ли? Таблетки. Таблетки. Ясно. Наркотические. Откуда они у вас? Машины. В машине они были. Каким образом они туда попали? Без понятия. Для того, чтобы понять масштабы, достаточно назвать несколько цифр. 200 граммов амфетамина или 0,1 грамма ЛСД – это уже особо крупная партия наркотиков. Экстази – его достаточно и 600 граммов, чтобы оказаться за решеткой с серьезным сроком. Но тут вес пошел на килограммы. Килограмм, в одном таком, короче, примерно килограмм. Дорогая иномарка была в буквальном смысле напичкана наркотиками. 116 килограммов ЛСД, кокаина, амфетамина, гашиша и мефедрона нашли в салоне, под обшивкой кузова, а также в различных деталях и механизмах автомобиля. Давайте сразу сфоткаю. Вы что должны были с ними сделать? Оставить машину. А? Оставить машину в определенном месте.
Оставить машину в определенном месте? Последствия машины. Последствия машины. Задержанные признали, что работают курьерами. С предложением подзаработать на них вышли в социальных сетях. По информации правоохранительных органов, наркокурьеры должны были доставить груз из Москвы в Уфу через Казань и Набережные Челны. Одна из крупнейших партий наркотиков изъята в Татарстане. Прогремели тогда СМИ. Но оказалось, что 116 килограммов опасных веществ – это лишь часть из тонны наркотиков, а двое задержанных – только часть преступного сообщества. На подъезде заезжаем в ГСК. Все, поехали. В операции участвовали силовики из Татарстана, Чувашии, Мариэл, а также Новосибирской, Нижегородской и Московской областей. Мы 2 с лишним месяца по этой группе работаем. Сегодня выявлено преступное сообщество, которое занималось поставками из стран европейских, различных синтетических наркотиков и растительного происхождения. Суммарно уже арестовано 18 человек, и у группы изъято порядка тонны наркотиков. Это одно из крупнейших изъятий в России. У членов ОПГ изъято почти тонна запрещенных веществ, поддельные документы сотрудников силовых ведомств. Преступная группа занималась не только контрабандой наркотиков и их распространением, но и производством. Это полный цикл работы. В Подмосковье действовала подпольная нарколаборатория. Оперативники изъяли оборудование, 160 килограммов ингредиентов для создания наркотиков и больше тонны химреактивов. Наркотики ввозили контрабандой из Европы, а потом распространяли в тайниках машин сразу по 20 регионам, в том числе в Поволжье и Сибирь. Сбыт наркотиков осуществляли через нелегальный интернет-магазин. Большая часть запрещенных веществ – синтетические наркотики, и почти все они входят в десятку самых опасных в мире. Здесь синтетика одна. Современное поколение синтетических наркотиков по простоте приобретения и употребления, по силе зависимости и тяжести эффекта уже потеснили опиаты. Как правило, лечение наркомании в таких случаях может потребоваться уже после первой дозы. Там внизу аккуратно, очень аккуратно. Деньги от покупателей наркоторговцы получали через электронные платежные системы и в криптовалюте. Среди задержанных – лидеры преступного сообщества, курьеры, сбытчики наркотиков. И чтобы еще понять масштабы, что такое тонна изъятых наркотиков, представьте себе, что смертельное зелье могло оказаться в руках 4 миллионов человек одновременно. Это больше, чем все население Татарстана. И, наверное, масштаб спецоперации МВД точнее оценивать по этому масштабу предотвращенного бедствия. Светлана Спирина, Андрей Ключников, Роман Безменов. 7 дней. Мы продолжим программу через пару минут. Смотрите после рекламы. До Москвы дошли, теперь дело за Евровидением. Что просто так мы можем выиграть грант, у меня, конечно, в голове не укладывалось. Кто получает президентские гранты, а кто от них отказывается и почему? А сейчас рубрика под хэштегом 007. Светлана Спирина уже готова рассказать об информационных событиях в социальных сетях. Здравствуйте, Светлана. Вам слово. Здравствуйте, Тимур. Приветствую всех зрителей программы. Неделя в социальных сетях была очень активной. Думаю, что праздничные дни тому вины. Итак, события, которые вызвали наибольший общественный резонанс и интерес в социальных сетях в Татарстане. На этой неделе определились финальные тройки претендентов наших соотечественников, имена которых могут быть присвоены аэропортам Казань и Бегишево. По итогам голосования татарстанцев аэропорту Казань могут быть присвоены имена Габдулла Тукай, Михаил Девитаев, Андрей Туполев. А вот аэропорту Бегишеву могут быть присвоены имена Николая Лимаева, Дмитрия Менделеева и Владимира Бехтерева. Завтра начнется финальное голосование, а вот результаты станут известны 5 декабря. Иннополис активизировался в социальных сетях, похоже, в силу последних событий. Это попадание в десятку неэффективных особых экономических зон России по версии Счетной палаты и скандал с Государственным жилищным фондом. В итоге в Инстаграм выложили ролик «Миф об Иннополисе. Он скоро закроется». Граждане, свежие новости! Телеграм заблокирован! Крах криптовалют! Судьба города Иннополис под угрозой! Стоп! Не надо разводить панику. Не закроется, утверждают создатели, креативно разубеждая пользователей сетей.
Ввести ограничения на покупку импортных спортивных товаров и поддержать наших предпринимателей, занимающихся производством спортинвентаря. Об этом говорили на форуме по государственно-частному партнерству в сфере спорта, который прошел на этой неделе в Казани. В пример поставили завод по производству хоккейных клюшек Дениса Зарипова. Кстати, клюшки «Заряд» сейчас на вооружении у 5 игроков «Акбарса». Как вы занимались, Денис? Как лед? Отлично, лед в порядке. Как клюшки? Клюшки бегут, клюшки бросают. Значит, осталось только сохранить это все до завтра, до игры. И в игре выплеснуть это. Заявил Денис Зарипов, и «Акбарс» выиграл у нижегородского «Торпедо» в овертайме. Российская певица Нюша стала мамой. Интерес к этой звезде и ее личной жизни в Татарстане очень высок, так как супруг певицы и отец ее дочери Игорь Сивов, в прошлом руководитель аппарата исполкома Казани, ныне главный советник президента Международной федерации студенческого спорта. И в завершении, Тимур, традиционный вопрос. На неделе в социальных сетях и в программе Ивана Урганта обсуждают запретные слова, которые ввел для чиновников мэр Уфы. Под запрет попали такие слова, как сейчас даже процитирую: около, вокруг и ориентировочно. Ну, в общем, интересно это будет звучать, что там сдадим ориентировочно не тогда-то, а сдадим точно в срок. Вот как вы относитесь к таким запретам и какие слова бы вы запретили? Отношусь к запретам, в принципе, положительно, но я бы сам запрещать ничего не стал, а наоборот ввел бы в обиход чиновников такие слова, как «обязательно», «в срок», «сделаем», что-то в этом роде. Абсолютно точно, Тимур, с вами согласна. Передаю вам слово. Спасибо, Светлана. А сейчас традиционный обзор недели. Насыщенной этой неделе выдалась у президента Татарстана. Рустам Минниханов провел более 2 десятков встреч. В Казани на этой неделе побывали министр спорта страны Павел Колобков и губернатор Красноярского края Александр Ус. В ходе второго отраслевого форума по государственно-частному партнерству «Инвестиции в индустрию спорта» Павел Колобков заявил, что считает, продажа пива на стадионах не окажет негативного влияния на болельщиков, тем самым поддержав предложение Рустама Минниханова. Президент Татарстана вызвал многочисленный интерес СМИ, предложив выделить земельные участки на берегу реки Казанки для строительства открытых бассейнов. Если мы сделаем подогрев воды, можно будет с конца апреля до конца сентября спокойно заниматься спортом, сказал президент. Также в работе отраслевого форума принял участие и премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. В субботу Рустам Минниханов и Александр Ус открыли завершающий этап эстафеты огня 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске по территории Республики Татарстан. Указом президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу орденом почета награжден генеральный директор акционерного общества «ТАИФ» Шигабудинов Альберт Кашафович. В субботу в Казанском Кремле Рустам Минниханов вручил генеральному директору акционерного общества «ТАИФ» Альберту Шигабудинову государственную награду. Альберт Шигабудинов руководит группой компаний «ТАИФ» почти четверть века. «ТАИФ» сегодня – это крупнейший промышленно-инвестиционный холдинг Татарстана. Вы человек с огромным талантом управленца. И самое главное, ваша команда принимает самое активное участие в решении наиболее сложных вопросов сегодня в нашей стране. Разработка и успешная реализация под вашим руководством стратегий, значимых для экономики Российской Федерации программы развития Нижнекамска, Нефтехима, Казани, Таифенко является образцом динамичного развития и высокой эффективности производства. Огромная работа, результаты которой получены нам в последние лета. И те мои коллеги, 45-тысячный коллектив, который работает, заслуживают этой награды. А для меня лично это еще плюс аванс в решении. Впереди стоят еще более сложные, более трудные задачи. Самое долгожданное открытие недели. Известный скульптор Зураб Церетели, государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев и президент Рустам Минниханов в среду у оперного театра открыли памятник Рудольфу Нурееву. Президент на этой неделе с рабочими визитами побывал в Томске и Петропавловске. В Томске Рустам Минниханов провел встречу с губернатором области Сергеем Жвачкиным. Активом местной татарской общины посетил концерт, посвященный 25-летию местного центра татарской культуры. В
В Петропавловске Рустам Минниханов принял участие в работе 15-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России. Форум проходил с участием глав государств России и Казахстана. Чуть ранее на туристической выставке Владимир Путин пригласил Нурсултана Назарбаева посетить Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаммедшин с рабочим визитом на этой неделе был в Самаре. Он принял участие в 55-м заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Еще одна тема, которая вновь позволяет нам создать условный рейтинг гражданской активности в республике. В этом году 60 проектов татарстанских общественных организаций получили поддержку Фонда президента России на общую сумму 95 миллионов рублей. На какие проекты и куда придут деньги из Москвы? Самый крупный грант выиграла казанская благотворительная организация «Новый век». Почти 10 миллионов рублей будут потрачены на социальную адаптацию и интеграцию трудовых мигрантов. Большинство проектов из республики направлены на пропаганду здорового образа жизни, сохранение исторической памяти, поддержку культуры, искусства, а еще социальную поддержку детей-инвалидов и многодетных семей. Получив президентскую финансовую помощь, татарстанские общественники теперь будут прививать детям любовь к голубеводству, спасать парки и скверы от мусора, организовывать в лесах специальные места для приготовления шашлыка и создавать школы больничных клоунов, открывать пеленальные комнаты в парках. Фонд президентских грантов начал свою работу 2 года назад. Если говорить о татарстанских НКО, то поддержку за эти 2 года в подавляющем большинстве получили инициативы казанских общественников – 118. Второе место занимают Набережные Челны – 20 проектов. Третье – Болгар и Спасский район. Для меня удивительно. На 4-м месте Зеленодольск – 8 проектов. Менее инициативными оказались такие крупные города, как Чистополь, Елабуга, Альметьевск. На каждый из них приходится от 3 до 5 проектов. При этом за все это время одобрение президентского фонда получил лишь 1 проект из Нижнекамска. Вот тут есть над чем задуматься. А ведь суммы, которые выделяются, солидные, в среднем около 500 000 рублей. Интересные и названия проектов. Вот, к примеру, «Больше рожать и здорово жить», направлен на поддержку многодетных семей Казани. Или «Я танцевасти», название танцевального фестиваля. Как говорят представители общественных организаций, заручиться поддержкой президента России достаточно сложно. Конкуренция колоссальная, а сам проект действительно должен быть жизнеспособным и приносить реальную помощь людям. Но ведь удалось же бабушкам из села Нурлаты Зеленодольского района получить 500 000 рублей на реализацию своего проекта «Старость в радость, пенсия не приговор». Это его название. Пенсионерки уже освоили скандинавскую ходьбу, многие пересели на велосипеды и этой зимой планируют встать на лыжи. Впрочем, Зеленодольский район в этом году установил и антирекорд. Один из общественников отказался от полумиллионного гранта президента России, выделенного на развитие в Зеленодольске дворового хоккея. Утверждая, что реализовать проект он не сможет по причине конфликта, который у него случился с руководством района. Елена Горбунчикова с подробностями. Бабушка на велосипеде или с палками для скандинавской ходьбы еще 3 года назад для села Нурлат из Зеленодольского района было диковинкой. Завидев на улице такую продвинутую пенсионерку, многие односельчане крутили пальцем у виска. Но сейчас перестали, говорит Ляля Назипова. Это она в татарской глубинке ввела моду на здоровый образ жизни среди тех, кому за 60. Это необходимо, чтобы наши пенсионеры были востребованы, чтобы их интересы были учтены и чтобы они не прозябали дома. Все начиналось с турпоездок по Татарстану. Потом пенсионерки решили взяться за свою физическую форму. Купили скандинавские палки, начали делать гимнастику и ходить в бассейн. Теперь в группе под названием «Молодые сердца» занимается не 30, а уже 80 нурлатских бабушек. Это все для здоровья же хорошо. И главное, не стареем, а с каждым днем молодеем. Шушы ұйышмада ери башлаганнан бирле спорт залының ишигин коя ачылганда билмидирек. Спорт залда, занятияларда тәннәребез сихәтләнә, сөякләребез йомшара. В
планах Ляли Назиповой заразить ЗОЖем всех пенсионеров, а потом привлечь к здоровому движению еще и жителей соседних сел. Просить деньги у местных властей не стала, сразу в Москву. Благо технологии нынче доступны, а Ляля опытный юзер. Подала заявку в фонд грантов президента России, проект получил высокую оценку экспертов. Теперь почти 500 000 рублей Назипова планирует потратить на покупку новых велосипедов, лыж и скандинавских палок. Ведь большинство пенсионеров не могут себе позволить спортинвентарь. Пенсии на селе едва дотягивают до 10 000. Часть средств пойдет на покупку сценических костюмов. Нурлатские бабушки – местные звезды. Без их участия не обходится ни один праздник. Так, глядишь, и до Евровидения дойдут. Что просто так, вот из деревушки мы можем выиграть грант, у меня, конечно, в голове не укладывалось. И когда пришло письмо на мою почту, я читала, и у меня слезы на глазах. У зеленодольского общественника Алексея Туганова вместо слез радости одно лишь огорчение. Получив 500 000 рублей на развитие дворового хоккея, Туганов в итоге отказался от гранта президента России. Начать проект он собирался с возведения новой хоккейной коробки во дворе домов по улице Загородная, где и сам живет. Старая коробка пришла в негодность. Она была построена Тугановым и его единомышленниками 14 лет назад. А тут еще выяснилось, что коробка установлена на коммуникациях. И мы хотели вот этот вот гнилой угол из старых сараек расчистить и сделать большую площадку с пластиковыми бортами. Привезли теплушку, вот эту вот, где можно переодеться, чтобы не на улице было, где можно хранить какой-то инвентарь. Новую хоккейную коробку планировали перенести подальше от трубопроводов, но оказалось, что вся земля вокруг федеральная, а чтобы получить разрешение у Росимущества, Туганов попросил помощи у главы администрации Зеленодольского района Александра Тыгина. На что администрация сказала: вам надо, вы идите и разбирайтесь с федералами. При разбирательстве... А кто вам сказал? Тыгин. Лично сказал? В личной беседе или как это было? Да. Тыгин говорит: значит, вам нужна хоккейная коробка, значит, оформляйте землю на себя. Не могу комментировать в рамках перевода земли. Это все-таки находится не в моей компетенции. А в чьей? Наверное, руководитель палаты земельных и имущественных отношений лучше сможет ответить. Я не могу сказать, какая там процедура перевода земель. Но был найден определенный, ну как сказать, момент. Администрация района готова была ходатайствовать Росимущество на то, чтобы они все-таки приняли положительное решение. Но как Туганов может оформить землю на себя, если он, как председатель территориального общественного самоуправления, получает зарплату всего 10 000 рублей в месяц? Так что в ближайшее время хоккейную коробку на улице Загородная придется демонтировать. Ну, потом будет негде играть, если уберут. А дети куда деваться? Вот в эти дома, которые сносят. Куда им садиться, где им быть? Туганов за счет гранта президента России планировал реанимировать дворовой хоккей в Зеленодольске, потому как для города демонтаж коробок – отработанная процедура. Еще 2 года тому назад их было 14, сейчас только 7. Нет коробки во дворе 2 общежитий на улице Тукая, не заливают лед во дворе дома номер 9 по улице Засорина. 2 года назад администрация района предложила жителям домов содержать хоккейные коробки за свой счет, но зеленодольцы отказались. Люди обращаются: просим вас не заливать эту коробку, потому что там играет футбол и получает травмы. Такие же письменные заявления мы получаем от тренеров некоторых спортивных школ о том, что нам проще не на коньках здесь с детьми заниматься, а заниматься общей физической подготовкой. Опять же, футбол играя на этих площадках. Как отметили в администрации Зеленодольского района, нынешней зимой будут залиты льдом только 4 хоккейные коробки. Еще 3, очевидно, отданы под зимний мини-футбол. Этого достаточно, считают чиновники, потому как кататься на коньках зеленодольцы могут и в местных спорткомплексах в строго отведенные часы. 100 рублей за вход, 50 за аренду коньков. Вот она, доступность любительского спорта. Кстати, в минувшую среду в Казани на отраслевом форуме «Инвестиции в спорт» перед чиновниками поставили цель – в ближайшие годы привлечь к занятию спортом 55% россиян. Ну, это, конечно, возмутительно. Глава администрации должен быть заинтересован в том, что у него в городе или в селе будет развиваться физкультура и спорт, да еще с привлечением активных людей гранта президента. Поэтому мы обращаемся к главе Зеленодольска. Ну, прекратите вы препятствовать развитию зимних видов, летних видов в своем городе. Поддержите инициативных людей. Если вам нужна помощь, мы вас поддержим. Мы обратимся к президенту республики с просьбой разобраться в этом вопросе
дать поручение Министерству спорта Республики Татарстан обратить внимание на этот вопиющий случай. В том, что зеленодолец Туганов сумел бы реализовать в своем городе проект развития дворового хоккея, сомнений нет. В прошлом году он уже выигрывал грант президента России по очистке пригородного леса от мусора. И его проект под названием «Санитары леса» получил самую высокую оценку московских экспертов. Туганов отчитался за каждую потраченную копейку. И на следующий год он продолжит этот проект уже собственными силами. Вот только как быть с поставленной задачей по привлечению граждан к занятию спортом? В Зеленодольском районе, очевидно, повышать статистику будут за счет нурлатских бабушек. Впрочем, тема развития спорта среди пожилых граждан в тренде в свете последних пенсионных реформ в России. Елена Горбунчикова, Андрей Мохов, 7 дней. А завершим программу знаковым событием в медиасфере. Осталось буквально несколько часов до того момента, как на мировом медиапространстве появится новый детский телеканал, впервые вещающий на татарском языке. 12 ноября начнет полноценную работу телеканал «Шаян ТВ». А это значит, что дети во всех уголках мира смогут смотреть передачи на татарском языке. Это действительно будет грандиозным событием не только для Татарстана, так как трансляцию передач можно будет увидеть в кабельных сетях на сайте shayantv.ru и YouTube. И ближайшие планы – расширение присутствия в медиапространстве. Московский институт общественного мнения «Анкетолог» провел опрос среди родителей, какие детские каналы смотрят их дети. Рейтинг выглядит примерно так. Канал «Карусель» на первом месте 87%, а замыкает пятерку «Детский мир» 45%. Абсолютное большинство опрошенных говорили о нехватке познавательных и воспитательных программ для детей. По мнению большинства респондентов, сфера детского телевидения требует внимания и активных действий со стороны государства, что и произошло в Татарстане. Стоит отметить, что на сегодняшний день в эфире разных стран Европы можно найти в общей сложности 329 детских телеканалов. В России свыше 2 десятков. А вот национальные детские телеканалы можно пересчитать по пальцам. В программе нового детского телеканала будут представлены более 20 оригинальных познавательных, образовательных и развивающих программ, игровые шоу и викторины, лучшие мультипликационные фильмы, а также шедевры мирового уровня научно-популярного, документального и художественного жанра, дублированные на татарский язык. «Шаян ТВ» ориентирован на детей от рождения до 15 лет. И каждому из них здесь будет что посмотреть. В чем сложность создания детского телевидения? Репортаж Ильзиры Юзаевой. Мультфильмы на уроке не просто развлечение, это часть педагогического процесса. После каждой реплики мультгероев учитель задает свой вопрос для развития речи и мышления на родном языке. Найти мультимедийный материал на национальную тематику не так-то и просто. В ход идут те считанные сайты из интернета с анимационным сопровождением. Потому педагоги так искренне и ждут открытия нового детского канала на татарском языке, который для них станет современным методическим пособием. Bu әйбернең инде әзер рәвештә телевизордан бирелү Шаян ТВ кебек. Чөнки анда фольклор да бар, анда әйтәм фән дә бар. Бу инде бик зур ачыш, бу инде бик зур байлык, без моны көтеп алабыз. Действительно, в Татарстане грядет событие мирового масштаба. Впервые на пространстве телевидения и интернета появится детский канал на татарском языке. Стоит отметить, что детское телевидение в современной России в последние годы получило бурное развитие. Кабельные операторы сегодня предлагают свыше 27 каналов с детским контентом, половина из которых продукты зарубежного производства. Однако у второй по численности нации в России, у татар, до сих пор не было своего полноценного национального детского вещания. Я уже давно таких эмоций не чувствовал, я волнуюсь как ребенок, как маленький ребенок, который пришел со школы, его похвалили, он сейчас придет мама и скажет: мама, меня похвалили. Вот я вот так вот жду, пока канал запустят.
Вот они, главные герои телевидения нового формата. Молодые ведущие, режиссеры, сценаристы. Многие из них еще в детстве прошли школу ТНВ, канал, который формирует национальные кадры. Главное условие работодателя – это владение татарским в совершенстве. Многим из них чуть больше 20. Но это именно тот случай, когда, как говорится, молодость делу не помеха. Современная молодежь знает, чего хотят их сверстники. Потому каждая программа была ориентирована на запросы времени, чтобы это было интересно, познавательно и полезно. Мне самой очень близко работать с подростками, потому что это такой очень интересный возраст, когда у ребенка как раз формируется личность, когда у ребенка очень много вопросов. Снимать детские спектакли, выдавать их в эфир для наших деток, для мальчиков, девочек. И, конечно же, проявить у них интерес и любовь к сказкам, к спектаклям. У нас будет сайт shayantv.ru, и это дает колоссальную возможность детям, живущим в регионах России, а также детям за границей, наблюдать за нами. Каждая вышедшая в эфир программа будет размещена на сайте Шаян ТВ. Все предельно просто. Не успел посмотреть выпуск? Зайди в интернет. Там же будет находиться весь видеоархив. Этот детский татарский канал, по мнению разработчиков, будет нести в себе не только развлекательную, но и воспитательную функцию. Есть такие сайты, журналы там Ялкын, Сабанту и так далее, но это больше информационно. А чтобы были и видео, и фотографии, и так далее, интересные какие-нибудь фишки и так далее, такого еще не было. То есть это самый первый татарский сайт для детей. Вот только так из-за кулис можно увидеть всю телевизионную кухню. Сейчас идет запись детской программы на татарском языке. Стоит отметить, что детское телевидение обладает особой спецификой. Ведущие, и даже такие маленькие, становятся сразу и воспитателями, и педагогами. И им нужно заинтересовать современных детей, что сделать весьма непросто. Но если все-таки это удастся, то вы получите самого преданного зрителя, так как доверие у детей намного выше, чем у взрослых. Детская программа словно маленький спектакль. Здесь все по законам жанра. Сценарий, костюмы, декорации Шаян ТВ разрабатывали, ориентируясь на тренды мировых детских телеканалов. Удовольствие, так скажем, не из дешевых. Яркие броские краски, оригинальные постановки, современный монтаж. Все то, что вызывает белую зависть у коллег. Я очень сильно удивлен. Честно, я не ожидал такого уровня. Действительно, мне очень понравилась команда. Те ребята, вот настолько горящие глаза. Знаете, даже вот поработать с ними захотелось. Настолько все это со вкусом. Вот. Что бы вы могли бы пожелать? Конечно, в первую очередь высоких рейтингов и плюс очень таких качественных проектов. Генеральный продюсер казахского детского канала знает, как сложен этот путь к успеху. Канал «Балапан», что в переводе с казахского означает «птенец», был запущен 8 лет тому назад. Сегодня входит в десятку самых смотрибельных каналов страны. Все потому, что не имеет конкуренции на рынке телевизионных услуг. С каждым годом «Балапан» увеличивает проекты собственного производства. Сегодня их более 50. У Шаян ТВ на начальном этапе уже больше 20. И это, по мнению казахских коллег, отличный старт. Дети смотрят только мультики на русском языке, я имею в виду наши татарские дети, татары. У них вот все равно татарский коряво звучит, а вот здесь они услышат правильный язык, правильное произношение, и я думаю, что будет польза. На Шаян ТВ покажут свыше 30 самых современных детских мультфильмов, переведенных на татарский язык. Поля Робокар, Кротик и Панда, Дуда и Дада – все о розе. Все то, что так любят смотреть и дети, и взрослые. Создатели канала надеются, что Шаян ТВ станет не просто каналом для детского просмотра, а каналом для всей семьи. Тем более, что и у взрослых всегда есть чему поучиться у детей. Хотя бы научиться говорить по-татарски. Ильзира Юзаева, Роман Безменов, Аделия Тухбатова и Бауржан Кажаканов. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Встретимся через неделю на канале ТНВ. До свидания. Здравствуйте! В предстоящие 7 дней в республике прогнозируется слабо-морозная погода. В первые дни недели будет солнце и без осадков. Во второй половине ожидаются осадки в виде снега. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана начало недели будет солнечным, до -3. Однако уже с среды небо затянет тучами, пойдет снег.
На юго-востоке Татарстана жителей понедельник встретит морозным солнцем до -4. Во вторник небо затянет облаками и пойдет снег. В центре Татарстана начало недели будет малооблачным до -2. Со среды местами ожидаются осадки в виде снега. Средняя температура -1 градус. На юго-западе Татарстана аналогичная ситуация. Начало недели достаточно морозное, -1–2 градуса. К выходным столбик термометра не опустится ниже 0 градусов. Со среды возможны осадки в виде снега. На северо-западе республики, а также в столице Татарстана то будет светить солнце, то идти снег. В понедельник и вторник прохладно до -3. Со среды теплее от 0 до -1 градусов. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания!